Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые лидеры государств и участники заседания, позвольте сердечно приветствовать вас. Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность узбекской стороне, лично уважаемому Шавкат Мирамоновичу, председателю исполнительного комитета СНГ, уважаемому Лебедеву Сергею Николаевичу за высокую организацию сегодняшней встречи. Встречи в таком формате – это всегда хороший повод обсудить наиболее актуальные проблемы в рамках Содружества, подвести промежуточные итоги и наметить конкретные цели дальнейшего развития Содружества независимых государств. Как вы знаете, предстоящий 2021 год – юбилейный год для СНГ. Отмечая это, я хотел бы сказать прежде всего об исторической значимости Содружества и его роли в мировом сообществе. Как известно, создание СНГ после распада Советского Союза было единственным политическим решением, которое в экономическом, культурном и духовном плане отвечал коренным интересам наших народов. Скажу больше. Сегодня это уникальное образование, имеющее огромный потенциал для дальнейшего развития. Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как СНГ. Именно благодаря совместным действиям в рамках Содружества сегодня мы успешно противостоим вызовам времени, одним из которых является масштабная пандемия. Кризисы мировой экономики и торговли, проблемы экологии и питьевой воды, бедность и безработица – все эти проблемы мирового сообщества имеют тенденцию к дальнейшему обострению. Глобализация всех сфер жизнедеятельности наряду с развитием несет в себе и угрозу. Поэтому выработка совместных и новых подходов взаимодействия, сплоченность и конструктивный диалог по всем ключевым направлениям – это главное достижение за эти годы и основа дальнейшего развития наших стран в рамках СНГ. Кыргызстан, как суверенное демократическое государство, многое пережил за этот небольшой срок времени. Поиск собственного пути развития, который отвечал бы интересам народа, был крайне непростым. Экономика страны, которая была тесно взаимосвязана с плановой советской экономикой, оказалась на грани выживания. В таких непростых условиях именно интеграция в рамках СНГ позволила Кыргызстану преодолеть тяжелые последствия экономического кризиса того времени и обеспечить социальную стабильность в стране. Кроме того, Кыргызстан, являясь членом интеграционных объединений, таких как ОДКБ, ШОС, ЕС, СНГ, всегда выступал и выступает за их последовательное развитие и расширение. Уважаемые главы государств, как уже было отмечено, последствия от пандемии коронавирусной инфекции стали самой тяжелой за последние десятилетия, которые привели к значительному снижению экономического роста, объемов торговли, роста дефицита бюджетов, безработицы и бедности. Так, к примеру, выпадение бюджета Кыргызстана по итогам 2020 года ожидается в размере 31 миллиарда сомов. Это значительная сумма для нашей небольшой экономики. В таких непростых условиях необходимо активизировать координацию совместных усилий по минимизации последствий пандемии на экономике стран Содружества. Считаю крайне важным поддерживать темпы торгово-экономического сотрудничества, сокращать существующие барьеры в торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит грузоперевозок и сохранять свободу передвижения рабочей силы на пространстве Содружества с соблюдением всех мер предосторожности. Конечно, в этом плане работа ведется, они должны быть активизированы в интересах всех сторон. В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между странами СНГ необходимо применение практики зеленых коридоров, которые позволят
бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукции медицинского назначения. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность руководству Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Узбекистан за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отдельную благодарность хочу выразить узбекской стороне за строительство в Кыргызстане 2 модульных инфекционных больниц. Хотелось бы также отметить успешную разработку российской стороной нескольких вакцин от коронавируса и поздравить уважаемого Владимира Владимировича с этим важным для всего человечества событием. Обеспечение широкого доступа к вакцинам и иммунизация населения наших стран являются весьма своевременными и востребованными вопросами на сегодняшний день. Хотел бы еще раз выразить заинтересованность кыргызской стороны в получении российской вакцины. Уважаемые коллеги, будущее СНГ – это прежде всего вопрос стабильности, безопасности и добрососедства в рамках Содружества. Кыргызстан с тревогой и надеждой на скорейшее установление мира наблюдал за событиями вокруг Нагорного Карабаха. Мы последовательно выступаем за урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами и дипломатическими методами и надеемся, что достигнутые на данном этапе договоренности создадут условия для продолжения диалога. Хотел бы еще раз подчеркнуть исключительную роль российской стороны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Уважаемые участники заседания, еще одна сфера, которая на протяжении десятилетий сближала наши народы, это сотрудничество в духовно-культурной сфере. Принимаемое сегодня решение об объявлении 2022 года годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года годом русского языка как языка межнационального общения обеспечит дальнейшее многосторонние связи наших стран. Здесь должен отметить, что в 2022 году Кыргызская республика будет реализовывать межгосударственную программу культурной столицы Содружества в городе Каракол. Выражаю благодарность сторонам за поддержку нашей инициативы. Как уже было отмечено, предстоящий год станет юбилейным для нашего Содружества. Кыргызская сторона примет самое активное участие в реализации мероприятий, связанных с 30-летием СНГ. В течение последних нескольких лет проведена плодотворная совместная работа экспертов, результатом которой стала разработка обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и плана основных мероприятий по ее реализации. Кыргызстан всецело поддерживает данную концепцию, и план по ее реализации направлен на дальнейшее углубление сотрудничества наших стран. Еще одно направление нашей работы – это межпарламентское сотрудничество, которое играет важную роль в укреплении атмосферы дружбы и взаимной поддержки в рамках Содружества. Мы намерены дальше активно участвовать в его деятельности. Уважаемые коллеги, у Кыргызстана один выбор – это конструктивное и справедливое сотрудничество в рамках СНГ. Каким будет СНГ? Все зависит от нас самих, от нашей принципиальности и дальновидности. Но во главе любого решения должны быть прежде всего интересы граждан. Выражаю благодарность уважаемому Шавкат Мирамоновичу в связи с успешным завершением председательства Республики Узбекистан в Содружестве независимых государств в 2020 году. Пользуясь случаем, желаю больших успехов уважаемому Александру Григорьевичу в связи с переходом председательства в СНГ в юбилейном 2021 году Республики Беларусь. Наша сегодняшняя встреча проходит в канун нового 2021 года. Пусть он принесет нашим народам добро и надежду. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и дальнейшего процветания. Благодарю за внимание.
Спасибо. Спасибо. Талант Турдым Маматович. Благодарю за ваши предложения. Как мы видим, что наши взгляды на развитие СНГ совпадают, и все вместе их будем обязательно реализовывать. Присоединяюсь к вашим словам об укреплении отношений дружбы, добрососедства и партнерства. Искренне желаем братскому кыргызскому народу успешного проведения предстоящих важных политических мероприятий в следующем году.